Пожалуйста, имейте в виду, обязательно имейте. Посмотрите вот, Меркулов Андрей Михайлович, никогда его не забудешь. Прекрасный математик, красивый мужчина, походка, девушки спотыкались, он еще молодой был, когда он шел по коридору. И однажды сидим, то есть стоим у киоска, пьем пиво. Он проходит сердито, зло смотрит. На следующий день приходит, у него занятий нет, вызывает меня в коридоре и говорит: Волков, выбирай друзей по себе, а пиво и дома. Вообще пиво уже не хочется пить. До сих пор. То есть я хочу сказать, события решают судьбу. И судьбоносные факты, события судьбоносные. Вот это, пожалуйста, имейте в виду. И потом тоже такой тонкая душа. Я, наверное, нехороший. Болела жена туберкулезом в диспансере лежит. И с 4 на 5 не сплю всю ночь. Сталин умирает. Утром выхожу, идет по улице вниз, это вот к композитор Воробьев, там угловой дом. Это святые слезы. Пусть, девочки, вам не будет смешно. Это святые, это Родина наша. А потом, я думаю, по встречах Борис Полевой, Аркадий Райкин, Останков, Высоцкий, Сморкуновский, Михаил Ульянов, Шолохов, Сузангаев, это представьте, Алексей II. Встречи были интересны, но только интересны вот в чем я хотел сказать вам. Интересно. Этих встреч не должно было быть, если бы не мой аспирант. Сидоров Георгий Щитович. Раньше же при подвигах этих коммунистов невозможно было достать билет в театр. Дешево было все. Все доступно было. Очень трудно было достать. И вот он, министр, депутат, водил меня. Высоцкого обнимали, Михаила Ульянова обнимали, Смолтуновский. Только вот Смолтуновский, когда Федор Иванович играл, мы сидели в ложе директора, упала слеза. И вот это у меня, я говорю, вот у меня вот, вроде бородавки. Вот, нет, это не его слеза, это твоя собственная. Вот такие встречи, если бы Шолохова видели выпившего, на Усая похожего, в этом фойе, Хузангай, я подошел вот так, хотел потрогать. Ну, потрогали много. Он говорит, Бестапно, нельзя так близко подходить. Он был окружен украинскими писателями. Мурат Ильич, это же Бог. Шолохов это Бог, тогда при жизни он был Бог. И вот, чего я добился в жизни с этим, с моим учеником? У меня среди учеников нет ни одного курящего. Слух прошел, что Шаалы Алевтина покуривает. Туле. Нет, говорит. Звоню, нет, говорит, Генрика Шмидт. Покурил. Когда вот сложные трудности были, покуривал, сейчас все наладилось и не курил. Тоже чрезвычайно. Андрей Вознесенец, Олег Ефремов. Олег Ефремов говорит в президиуме Академии. Мой Михаил Чуваш ведь. Они же из рода Яковлева взяли. Вот. И так я хотел
Ой, заканчиваю. Я хотел познакомить вас, какой я глухой. Научно-исследовательском институте литературного языка на заседании отделения истории, протокол номер 18, 20 декабря 1982 года, обо мне сказано: Волков подражает Солженицыну, Сахарову, повторяет Бжезинского, Пальца и других антикоммунистов, подменяет основные программные установки КПСС. Эти идеи разрушают учащуюся молодежь, пытаются гармонизировать национализм в наиболее махровой форме, смыкается с самым настоящим поповством, проповедует Библию, религию, соответствующую марксизму-ленинизму. Это обнаженный бред диссидентов. Много места отводит нападкам на органы власти, на коммунистическую партию. Волков считает, в нашей стране существует духовная диктатура, занимающаяся навязыванием идей партии. Он считает идеологическую пропаганду партии проявлением духовного экспансионизма. Я хочу вам сказать, что, конечно, сейчас я, если был карьеристом, я бы много добиться. Я очень подхожу к этим перевертышам. Их вроде бы этого не было. Никак. Это клевета. Я не маршу речью, не Ленину. Вообще никогда никого не предавал. Это правда. А грехов полношенств полно. И вот я заканчиваю. Я вот хочу этому второму докладчику дать, да, интересно, раз о национализме сказали, я награжден один из, может быть, единственный нерусский человек, награжден золотой медалью Гердера за выдающиеся заслуги в распространении русского языка, русской культуры, духа германо-советской дружбы. Я хочу вот одну вещь зачитать из признания генерала. Я изучал его дело. Там не было ничего предосудительного. Пока Волков хотел поднять на серьезный уровень науку, культуру, историю чувашского народа. И сегодня он предлагает все усилия для сохранения и развития чувашского этноса. Если там и были какие-то материалы провокационного характера, мы их уничтожили. За Волком при вас следили. Интеллигентная душа академика Волкова остро реагировала на все попытки ограничить свободу творческой деятельности. Такое было. Но в то время я не занимался идеологией, возглавлял службу по работе с иностранными гражданами. Могу сказать, когда стал начальником КГБ, никакой слежки за Волковым не было. Я считал его патриотом и не раз приглашал его для выступления перед личным составом Комитета государственной безопасности. Я закончил. Благодарю вас. У меня книги выходят в Москве и в Элисте. Здесь вот хочется, чтобы что-то тоже здесь вышло, конечно. Вот здесь вот это, вот, да, монгольское издание, «Педагог любви» — это издание, как его? Чебоксар. А нет, это, наверное, Туба. Это, конечно, я педагог национального спасения. Вот это монографическая работа и статья Абакаева, калмыцкая биография Волкова, педагог любви Горно-Алтайск, сын Отечества. Это вот я не даю. Самое интересное, наверное, девочкам. И тоже
крутые ребята еще. Вот профессиональная педагогика. Это я прочитал курс 36-часовой в Институте экономики и менеджмента. И реферат писали. Выпустили. Лучшие рефераты. Вы знаете, там они никогда ничего не слышали о педагогике. Никогда ничего не слышали. Они проявили себя самым достойным образом. Удивительно. Как вот этот Кушинский, неизвестно, как Пирогов. Тоже странно. Удивительные вещи. Правила моей жизни. Такие интересные личностно план интересные вещи. Ну, тоже. А там эти я возьму. Это вот Татьяны Николаевны Петровой книга очень интересная. Для компетентности без этой книги невозможно вообще. Там удивительные признания русских ученых. Юсуф перед смертью говорит, культурный меридиан мировой проходит через Чуваш. Как чувашский национализм. У меня, между прочим, отец говорил, у Чуваш, конечно, опасные националисты. Нельзя только их расстрелять. Пушкин, Толстой, Маяковский, Ашманов. Опознали со стороны. Это я говорю, это не моя книга, изъяли. Вот это я пойду. Это вот единственная книга чувашская, практическая педагогика, «Краса дома». Все Бабушкина. Бабушкина благодарственная песня переведена почти на все европейские языки, благодаря ей и его жене. И потом надо иметь в виду, эта благодарственная песня вошла в программу антропософической школы в Бохуме. Я прошу выйти докладчика. Благодарен, Геннадий Александрович, вам. Чрезвычайно, конечно, высокая оценка того, чего маленького, чего я делаю. Значит, ну, собственно говоря, я в последнее время начал увлекаться проблемами философии и образования. Кого учить, чему учить и как учить. Так проще говоря. Так. Ну, собственно говоря, вот в этом ключе, конечно, я, ну, именно, наверное, и была причина того, что Геннадий Николаевич очень достаточно давно с ним знаком был. Следил я несколько за литературой, конечно, ну и некоторые мысли вот по этому поводу. Ну, тут объявлено было, конечно, что я буду говорить об основах этнопедагогики, но чтобы вот основы говорить, конечно, на педагогике надо хорошо знать. Я себя таковым не считаю. Но вот об основаниях этнопедагогики я, наверное, буду говорить. Ну, мысль какова? Мысль следующая. Ну, в общем-то, придя в сферу философского знания, я столкнулся с тем, что среди философов идет такой спор. А вообще, педагогика – это наука или нет? Ну, наука ли это вообще? Ну, в общем-то, как вводится у философов, видимо, всегда там есть онтологические проблемы. Что есть нечто, то есть надо выяснять. И, в общем-то, это всегда способствует более глубокому познанию того или иного предмета, когда задаешь себе вопрос, а вообще есть ли это? Поэтому, значит, в этом ключе я, конечно, ставлю, значит, проблему в таком ключе, что, то есть, ну, будем считать, что если, значит, существует педагогика как теория, ну и предположу, что педагогика, наверное, все-таки наука, не буду себе ставить такую задачу, выяснять, там, отвечать тем философам, которые там считают, не считают, но пытаюсь разобраться, наука ли этнопедагогика. Но почему я вот таким образом ухожу? Потому что я этнопедагогику, видимо, рассматриваю не как часть педагогики. Это нечто другое в моем представлении. Сейчас я вам скажу, что.